Ассаляму алейкум, Харлашамлар, витаю. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. В следующем часе будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. С нами сейчас на прямой связи журналист Игорь Яковенко. Давайте его поприветствуем. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Да, ну вот с какой новости я хотела с вами начать. Да, заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Василий Боднар заявляет, что организация России голосования о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации на оккупированной территории Украины будет иметь для нее политические и правовые последствия. Давайте послушаем его цитату. Організація голосування на окупованій території українського Криму, а також організація участі в голосуванні осіб, які є власниками незаконно виданих паспортів Російської Федерації, матиме для Росії політичні і правові наслідки. Міжнародне співтовариство має досить широкий інструментарій для відповідного реагування – від політичних заяв про засудження дій Російською Федерацією до невизнання результатів в частині окупованих територій і розширення санкцій і політичного тиску. Ну и вот российский автомобильный сайт «Дром» провел анонимный опрос среди своих читателей, в том числе в аннексированном Крыму, о голосовании по поправкам в Конституцию России. Организаторы опроса утверждают, что 38% жителей полуострова выбрали вариант «против», 24,5% «за», а 37,5% респондентов сообщили, что вовсе не пойдут голосовать. В среднем по России и в оккупированном ею Крыму результаты отличаются. 59% россиян против, 12% за и 29% выбрали вариант ответа «не пойду», говорится в сообщении от организаторов данного голосования. Указывается, что опрос проходил с 22 по 29 июня, и в нем приняло участие 23,5 тысячи человек. Изменения в Конституцию Российской Федерации за период с 25 по 28 июня поддержали 76 респондентов, принявших участие в голосовании. Вот это данные экзит-пола в ЦИОМ. Как-то не сходятся цифры, как-то они кардинально отличаются друг от друга, или вовсе они не имеют какого-либо значения, как думаете? Ну, я уж не буду говорить о том, что публикация данных о результатах экзит-пула до окончания голосования — это, в общем, вещь абсолютно неприличная. То, чем занимается ВЦИОМ под руководством господина Федорова, не имеет никакого отношения к социологии, никогда не имело. Это такая небольшой придаток какого-то отдела администрации президента. Поэтому обращать внимание на то, что делает ВЦИОМ, ну, не очень прилично. Единственное, что можно сказать, я полагаю, что те данные, которые дал ВЦИОМ, это, скорее всего, то, что в какой-то перспективе выдаст госпожа Панфилова, руководитель ЦИК. То есть обычно ВЦИОМ не проводит реально полевых исследований, он просто спрашивает у Центрального избиркома, какие будут результаты нарисованы. И эти нарисованные результаты сообщает. Поэтому вот в этом смысле вот эти 76%, которые нарисовал ВЦИОМ, они имеют значение, потому что, скорее всего, эти же цифры нарисует Центр избиркома. Как? Разве не больше? Разве не 99% нарисуют? Нет, ну зачем? Ну и так уже нет. Ну, в принципе, они могут нарисовать и 150, и 280, и 1500%. Это легко, бумага все стерпит, но здесь же есть некоторые задачи, чтобы все-таки хоть кто-то поверил. Хотя уже сегодняшнее состояние вот этих вот, так сказать, вот этого голосования, оно таково, что вот это голосование на пеньках, голосование в багажнике автомобилей, голосование на лавочках, это все, в общем, достаточно характерно. Сейчас это идет просто по всей стране, такой, я бы сказал, флешмоб, когда все собирают вот эти потешные голосования по 3 раза, там в Израиле несколько человек проголосовали трижды, в Великобритании дважды, у нас тут тоже несколько человек по несколько раз проголосовали. Все эти данные публикуются, и они в целом приводят к тому, что уже заранее те люди, внимательно наблюдающие, не верят
результат. А вот расскажите подробнее, вот это интересно просто, как проходит это голосование, вот тут домой приходят, на каком расстоянии, как-то вот мы сейчас разговаривали в нашей студии с жителями из временно оккупированного Крыма, там вовсе вот говорят, что заставляют идти на выборы, на вот это вот голосование, и более того, даже грозятся уволить, там директора школ общаются со своими учителями и говорят, пообщайтесь с родителями ваших учеников, чтобы те пошли и проголосовали, иначе для вас там будут какие-то последствия вплоть до увольнения. Вот, ну, это, понятно, оккупированная территория, да, а у вас как это вот этот весь сюр происходит? Ну, на самом деле, я думаю, что разница большой между оккупированной территорией Крыма и оккупированной территорией всей остальной России не очень велика. Разница только в международно-правовом аспекте, потому что Крым является оккупированной территорией по международному праву, а вся остальная Россия является оккупированной территорией по факту. Вот. Отличия не очень велики. По всей России происходит административное принуждение, происходят подкупы. Там в основном пенсионеров подкупают, заманивают на это голосование. Ну а что касается так сказать, административных принуждений, то ну, в целом оценивается, что где-то порядка 10 миллионов бюджетников будут просто пригнаны, ну это как минимум, пригнаны на участки, но все равно не хватает. То есть на самом деле все равно даже вот эти вот административные меры, подкупы, вот такие вот вещи, они все равно недостаточны для того, чтобы получить хоть какой-то нужный результат. Все равно будут рисовать. В конечном итоге данные будут нарисованы, и понятно, что уже сейчас им мало кто верит, и очевидно, что вот результаты этого обнуления путинского, они не дадут никаких преференций самому Путину, не позволят ему каким-то образом укрепить свою власть. А зачем тогда вот Путину вот этот маневр с обнулением? И он больше никому не доверяет своему окружению, не доверяет элитам или что? Я полагаю, что Путин на сегодняшний момент утратил остатки легитимности, остатки поддержки, в том числе и своего ближайшего окружения. Он перестал быть вот таким решалой, перестал быть смотрящим. Он утратил функции разруливателя, функции смотрящего. Прошу прощения. Он утратил функции вот такого верховного судьи, который регулирует, так сказать, всякие конфликты между различными кланами. И на сегодняшний момент вот это вот обнуление, оно, в общем, никому, кроме него, не нужно. И в результате этого, вот проявление этой ненужности даже для исполнителей мы видим в той фантастической халтуре, с которой осуществляется вот это обнуление. То есть на самом деле огромное количество исполнителей спустя рукава относятся к самой этой процедуре. Отсюда вот эти вот безумные ляпы и грамматические ошибки в самой формулировке вопроса, которые Институт русского языка зафиксировал, что там просто не в том падеже слово «конституция» упомянуто. Причем, что самое смешное, вот эти поправки, так называемые, они должны вроде бы как защитить русский язык. При этом в самой формулировке вопроса совершается грамматическая ошибка. Поэтому вот если в сухом остатке, я думаю, что задачей Путина была каким-то образом все-таки укрепить свою легитимность, но он добьется, конечно, прямо противоположного эффекта, потому что среди граждан России все больше и больше наступает понимание, что царь не настоящий. Мгм. Но вот это понимание может привести к какой-то протестной реакции в обществе? Вы знаете, вот Россия настолько непредсказуемая страна, мы помним, что и в 17 году никто не мог предположить, что империя рухнет, и в 91 году тоже таких предположений. Россия линяет в 3 дня, ну в 2, как правило. Поэтому, когда и как она произойдет, вот это вот третье обрушение Российской империи, на сей раз, я надеюсь, окончательное, предсказать невозможно. Сейчас, в настоящий момент, в основном удерживает от массового выхода на улицу людей страх. Потому что все-таки 350, так сказать, нацгвардейцев плюс огромное количество других спецслужб, оно, в общем, удерживает людей. Ну, просто инстинктивный страх, который
вбит за последние столетия на генетическом уровне. Поэтому в какой момент вот это вот прорвется, предсказать трудно. Я полагаю, что то, что до 2024 года путинский режим не дотянет, для меня это очевидно. Мгм. Вот своими поправками в Конституцию Российской Федерации, да, Россия ставит сейчас свой закон выше международного законодательства. Вот такая самоизоляция от международного законодательства для самой России вообще выгодна, обрывая вот эти правовые мосты? Могут ли остаться экономические, как думаете? Я полагаю, что то, что путинская Россия сегодня вгоняет себя в международную изоляцию, это уже необратимый процесс. И такое у меня ощущение, что Путин уже это хорошо понимает. Но существование России так сказать, в ткани международного права на сегодняшний момент абсолютно невозможно. Потому что мы видим, что сейчас и Гаагский уголовный суд по Боингу, и дело ЮКОСа, и другие дела постоянно. Ведь очевидно, что все новые и новые преступления путинского режима будут выноситься на различные суды. И то, что вот эта улита международных судов, международных трибуналов, она едет очень долго, но сейчас она уже доезжает до определенного момента, когда начнутся просто приговоры. И я абсолютно убежден, что сейчас вопрос стоит, вот, скажем, в этом Гаагском суде по Боингу. Вопрос стоит не о том, будут ли признаны вот эти 4 человека виновными. Здесь очевидно, что они будут признаны виновными. Вопрос о том, какое еще количество более высокопоставленных людей будут фигурировать в качестве обвиняемых. В конечном итоге очевидно, что Верховный главнокомандующий, безусловно, санкционировал вот это ввоз этого пука и в конечном итоге виновен в уничтожении Боинга. Поэтому сейчас как никогда важно, так сказать, выпилить Россию из ткани международного права. Это, ну, скажем так, по значимости, я думаю, вторая поправка. Первая поправка — это обнуление сроков Путина и фактически превращение его в пожизненного правителя России. А вторая по важности поправка — это уничтожение действия международного права на территории Российской Федерации. Вот из тех многих десятков поправок, которые голосуются сегодня, вот эти две самые важные. Спасибо вам большое. Игорь Яковенко, журналист, был с нами на прямой связи. Дуже дякую вам. Спасибо большое. Ну а с нами сейчас на прямой связи, как подсказывают наши редактора, Ігор Ташкевич, експерт Українського інституту майбутнього, з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Ігоре. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Ну вот мы сейчас говорили с журналистом из Москвы Игорем Яковенко о референдуме в Российской Федерации, проведении незаконного референдума на территории временно оккупированного Крыма. Вот что вы думаете, как в первую очередь должна реагировать Украина за проведение на территории Крыма нелегального вот этого голосования? Ну, по-перше, якщо Крим це Україна, а Крим це Україна, да, українська власть сьогодні, що да. має бути реакція від нашого МЗС, має бути реакція на рівні Організації Об'єднаних Націй, має бути реакція на рівні Парламентської асамблеї Ради Європи. Навіть незважаючи на те, що ПАРЄ не є органом, які виносять обов'язкові рішення, але фіксація певних положень, фіксація, скажімо так, певних визначень на рівні ПАРЄ – це є фіксація в документах міжнародного права. Тому ПАРЄ, тому рівень Організації Об'єднаних Націй, і звісно, що рівень консультацій з нашими партнерами в Європі та зі Сполученими Штатами Америки, а також в тому числі з іншими державами, які можуть бути зацікавлені. Це насамперед Туреччина, і це в тому числі Китай. Чому я називаю ці дві держави? Тому що Туреччина – це майбутній регіональний лідер в Чорноморському басейні, а Китай – це держава, яка дуже залежить від безпеки міжнародних торгівельних шляхів. І якщо є конфлікт в Криму, то звісно, що це обмежує в тому числі торгівлю і створює додаткові небезпеки для торгівельних шляхів в Чорному морі, і це в тому числі можуть бути інтереси Китаю. Тому
Це обов'язкова реакція на рівні міжнародних організацій, Б – це консультації з нашими партнерами і майбутніми партнерами щодо, в принципі, створення загальної повістки, реакції на дії Росії в Криму. Ну вот смотрите, получается... На жаль, таке є. Да, своими внесениями изменений, своими вот этими поправками в Конституцию Российской Федерации, она ставит свое законодательство в приоритет над международным законодательством. Более того, есть еще поправка, которая делает неконституционным любые переговоры о передаче земель, да, там политиков, дипломатов и так далее. Вот когда речь идет о территории временно оккупированного Крыма, когда они ставят свое законодательство в приоритет над международным. Какие остаются механизмы влияния на Российскую Федерацию? Повлияет ли это на позицию Запада, которая нас поддерживает? З точки зору впливу на внутрішні російські процеси, на жаль, впливати ми не можемо, тому що, звісно, це порядок денний Путіна та його оточення. Звісно, що таким чином вони хочуть вивести, і тут питання не лише Криму, тут питання інших спільних територій, вони хочуть вивести їх під майбутнього удару, а також, що дуже важливо, вони хочуть, якщо національне законодавство має пріоритет, то це означає, що вони в тому числі виводять і в питаннях Криму Росію з-під дії тієї ж самої Женевської конвенції, де чітко прописані права держави-окупанта. Вони виводять Росію з-під дії конвенції щодо переслідування винуватих в військових злочинах та міжнародних кримінальних злочинах тощо. І звісно, що реакція України на такі зміни, вона має бути синхронізована з реакцією інших глобальних гравців і світових держав, а саме Росія де-факто руйнує систему міжнародної, скажімо так, міжнародної взаємодії, яка була створена після 45-го року. І так, це процес від ідеї, і тут не лише Росія, скажімо так, в ньому бере участь. Але Росія, вона руйнує саме, скажімо так, основи цієї системи. Вона руйнує основи балансу сил у світі. І відповідно, звісно, що Україна має бути одним з лідерів, яка має підіймати такі запитання, тому що з Росії можна знайти, в принципі, вплив. Тут йдеться не про військовий тиск, а швидше про економічний тиск, тому що як тільки то Росія втрачає позиції в економіці, вона стає більш схильна до діалогу, більш схильна до, в тому числі, і навіть і зміни Конституції, якщо внутрі Росії справи насправді погані. А це можна зробити. Вот следующая новость, которую хочу успеть с вами обсудить. Беларусь остается единственным союзником России в сложившейся геополитической обстановке. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщил на встрече с активом Минской области. Давайте его послушаем. Єдиний союзник, який залишився у Росії – Білорусь. Ми у Росії другі покупці газу після німців, але переробляємо величезну кількість їхньої нафти. Звичайно, вони не хочуть втратити Білорусь і економічно, але найбільше політично, тому що, втративши Білорусь, буде найсильніший удар по внутрішній політиці Росії. І ось, приїзд багатьох американців, а потім держсекретаря Майка Помпео у Білорусь, що дуже схвилювало нашого східного сусіда. Але ми суверенна незалежна держава, ми маємо право здійснювати свою як внутрішню, так і зовнішню політику. Я виходив насамперед із цього, розуміючи, звичайно, що я затиснутий разом з вами між молотом і ковадлом, між цими двома гігантами. З одного боку Росія, з іншого Євросоюз і котел, який нас постійно підігріває з півдня – Україна. Україна, яка воює. Но остается ли Лукашенко таки союзником Российской Федерации? Как будут развиваться события 9 августа? Как вы думаете, будет ли Россия вмешиваться в выборы? Росія, вона вже проводить свою власну гру, принаймні в інформаційному полі, і це очевидь, вона проводить свою економічну гру. Ідеї Росії – це послабити позиції або Лукашенка, або якщо Лукашенко буде змінений, зробити так, щоб в Раді змін, хоча вони мало вірогідні, щоб новий президент був якомога більш слабким, і в такому разі можна спробувати нав'язувати свій порядок денний. Ще один з можливих сценаріїв – це повторення 10-го року. Нагадаю, що тоді були придушені масові акції протесту в Мінську, Білорусь потрапила під санкції Заходу.
Після цього Росія спромоглася змусити Білорусь до вступу до Митного Союзу в 2012 році. Тому для Росії такий варіант також дуже, скажімо так, вигідний. І зважаючи на попередню заяву Лукашенка про те, що саме Росія втручається в внутрішньополітичні події в Білорусі, то заява про союзника, так, це гра на внутрішньополітичному російському полі, тому що підкреслює, що цієї фрази «єдиний», Лукашенко спробує створити таку собі громадську думку схвальну, що не можна ж агресивно діяти щодо єдиного союзника, начебто. І таким чином спробує також хоча б трохи убезпечити себе саме під час і, головне, після президентських виборів 9 жовтня. 9 серпня. Августа, да. Дуже дякую вам. Ігор Ташкевич, експерт Українського інституту майбутнього, був з нами на прямому зв'язку. А сейчас, как мне подсказывают наши редактора, с нами на прямой связи политический эксперт Сергей Таран. Мы готовы его поприветствовать. Сергей, витаю вас. Давайте начнем нашу беседу со следующего информационного сообщения. Президент Украины Владимир Зеленский в своем поздравлении ко Дню Конституции Украины сказал, что в Украине 25 регионов, в то время, когда в соответствии с основным законом их 27. Это 24 области, Автономная Республика Крым и 2 города специального статуса, Севастополь и Киев. Давайте послушаем его. Херсонщині. Це чудовий і мальовничий край. І нам дуже пощастило, бо у нашій країні таких 25. Все це наводить мене на наступні думки. Згідно першої статті нашої Конституції, Україна є суверенна, незалежна, демократична, соціальна і правова держава. Ну как? Как так? Как мог так ошибиться президент или его протокольная служба? Знаєте, от це той випадок, коли не знаєш, що тут думати. Чи це тому, що президент говорить, що в нього така погана служба, і він взагалі не знає президентом країни, якою він є. Тобто це результат просто елементарної непрофесійності і незнань. Або це такий собі пас до Росії, яка наполягає на тому, що поступово можна вивести за дужки перемовин якісь регіони, які вже окуповані Російською Федерацією. Ну, знаєте, є така давня російська провокація, коли вони намагаються надрукувати карту України без Криму. Або там намагатись вивести поза дискусії, що Україна має повернути собі контроль над окупованими територіями на Донбасі. Тому тут що один варіант, що другий, вони однаково погані. Тому що це означає те, що влада українська непрофесійна і не готова захищати інтереси України. Знаєте, я би думав, що це є така собі прикра помилка, якийсь поодинокий випадок. Але ми бачимо, що в геополітиці, в перемовинах з Росією, з залученням міжнародних партнерів, Україна завжди дає паси Росії. От згадайте, одразу після обрання Зеленського була така ідея, що Зеленський дуже хотів зустрітися з Путіним. І заради цього відводились українські війська в тил, заради цього Україна йшла на поступку, вперше здавала території після багатьох років того, як ми забирали свої території назад. І все це було зроблено лише для того, щоб зустрітися з Путіним. Після цього, я нагадаю, що Зеленський казав, що він побачив в очах Путіна мир. Але миру не було і не може бути. Але от така нервова атмосфера щодо можливих угод з Росією на російських умовах і щодо проведення виборів на окупованих територіях, про що час від часу заявляли представники української влади, чи про те, що нам треба надати амністію, чи знову відновити подачу в Крим води на російських умовах. Час від часу от такі дискусії запускаються, і тому з цього прикрої якоїсь, можливо, обмовки ми зараз мусимо думати, а чи немає тут політики? Чи немає тут справді такої натяку на те, що Україна готова про щось домовлятися з Росією на російських умовах, забувши про свої окуповані території, я зокрема. Я вот про это и хотела спросить. Вот можно ли это списать на непрофессионализм, на какое-то дилетантство? Потому что выглядит как диверсия какая-то. Ну от, власне, в тому ж проблема, що якби йшлася лише про ці слова, то ми б думали, що, напевно, це випадковість. Але якщо ми побачимо послідовно, як українська влада ставиться до відстоювання українських інтересів щодо
того, щоб ми забрали назад окуповані території, зокрема Крим, то ми побачимо, що у нас є такі підстави, є підстави так думати. Ну, у нас скоро осінь, у нас скоро буде знову поновлюватись питання щодо виборів на окупованих територіях, про що заявляли представники Російської Федерації і деякі представники української влади. У нас зараз на черзі буде питання перепису української конституції, винесення в закон референдум, про що, напевно, теж говорить українська влада, і там можуть бути винесені будь-які питання. То ми побачимо, наскільки це обмовка і чи це є цілеспрямована політика. Також зараз неодноразово вже порушувалось питання про те, що влада готує відновлення подачі води на територію Криму на російських умовах. І готують, зокрема, до приватизації ті підприємства, які були державними, які займалися постачанням цієї води. Тому побачимо, якщо ці кроки будуть посилюватися, якщо ми справді будемо бачити здачу інтересів, то тоді очевидно в тому, що Зеленський говорить, що у нас 25 регіонів, є не обмовка, а цілеспрямована політика. Угу. Ну вот председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, поздравляя страну с Днем Конституции, упомянул о важности определения статуса Крыма как крымско-татарской национально-территориальной автономии. Давайте послушаем его цитату. Відновлення територіальної цілісності України в рамках її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, є питанням збереження і майбутнього української держави. Як вкрай важливим і визначальним для майбутнього української держави є визначення статусу Криму як кримсько-татарської національно-територіальної автономії у складі України, яке слід терміново закріпити в Конституції України. Прийміть щирі вітання з нагоди одного з найважливіших свят в нашій державі – Дня Конституции Украины. Есть ли сегодня политическая воля украинской власти внести изменения в 10-й раздел Конституции Украины о крымско-татарской национально-территориальной автономии? Думаю, що ні, тому що зараз влада мислить іншими категоріями, вони не будуть робити нічого такого, що дратує росіян. І саме через те, що це дратуватиме росіян, я думаю, що це питання не буде винесено навіть в форматі зараз. Просто говорити про якусь автономію, не маючи навіть можливості повернути собі Крим. Але в будь-якому разі, мені здається, що українська влада зараз просто зобов'язана використовувати кожну міжнародну зустріч, щоб нагадувати не лише про окуповані території на Донбасу, а й про питання Криму. Тому що для Росії питання Криму перетворилося в якийсь такий собі ідеологічний фетиш, який вони так само використовують і на кожній міжнародній зустрічі постійно повторюють, що ми готові домовлятися з Україною, будь ласка, але от про Крим забудьте, Крим – це наше. І от це неприпустимо, тому що якщо тільки Україна хоч раз забуде нагадати про Крим, хоч раз буде показує, що вона готова йти до поступок, далі Росія вимагатиме інших поступок. На Криму ніхто не зупиниться. Тому дуже важливо зараз акцентувати увагу на всіх міжнародних зустрічах про необхідність повернення Криму, на тому, що Росія окупувала цей Крим. І от переписування Конституції і створення національної автономії, ну це може бути як крок, але це не має заміняти головний напрямок зусиль української дипломатії. А головний напрямок зусиль української дипломатії має бути посилення санкцій проти Російської Федерації до тих пір, поки вони не повернуть окуповані території. Це має бути основною стратегією української влади зараз. Угу. Но я думаю, что это все связано, вот внесение изменений в Конституцию, актуализация темы Крыма через призму крымско-татарской национально-территориальной автономии, да, вот реализация прав коренного народа на самоопределение, о котором мы уже говорим на протяжении 30 лет, и было много президентов, которые выражали свою поддержку, поддерживали крымско-татарский народ, и мы возлагали на них надежду, за исключением Януковича, да, это и Ющенко, это и Порошенко, который выступал и говорил: я крымский татарин, это и Зеленский, который вот в день 26 июня сказал о том, о важности, он упомянул о важности реализации прав коренного народа на самоопределение. Но как вы думаете, все-таки от слов к действиям будут переходить, нет? Зараз думаю, що точно ні, ну на жаль. Але я думаю, що питання Криму має постійно звучати на порядку денному внутрішньої української політики, тому що насправді Крим – це дуже гарний урок для всіх
поколінь українських політиків, які не приділяли цьому достатньо сильну увагу, тому що ніхто не вірив, що окупація Росії Криму можлива, в принципі. І кожного разу, коли в українській політиці хтось піднімав питання про можливу російську агресію, вважали, що це якісь такі абсолютні фантазії, які ніколи не можуть бути реалізовані. Якби покоління українських політиків перегнозували або не виключали російську агресію, то тоді би питання Криму не було таким зараз гострим. І, звичайно, ніяких би російських військових баз на території Криму зараз не було. Тому це гарний урок, дуже дорогою ціною він дається, але дуже важливо робити з цього уроку правильні висновки. Тому зараз потрібно говорити про Крим. Звичайно, ми повинні шукати собі в цьому гарних союзників. В цьому можуть бути наші союзники і Європейський Союз, і Сполучені Штати, і Туреччина, дуже сильний наш союзник регіональний в цьому питанні. З ними треба працювати по дипломатичній лінії. Я переконаний, що рано чи пізно Росія залишить територію Криму, як свого часу залишила, наприклад, Східну Німеччину або залишила військові бази в Східній і Центральній Європі. Але це все стало можливим після Холодної війни, після того, як Радянський Союз був виснажений санкційною політикою Заходу і потужностями країн НАТО, військових потужностей, з якими Радянський Союз вже не міг конкурувати. От я думаю, що цієї стратегії зараз має дотримуватись Україна з тим, щоб тиснути на Росію і зміцнювати паралельно власні збройні сили. Тоді ми звільнимо Крим. Да, вот вы знаете, сейчас проходит референдум на территории России и проходит незаконный референдум на территории временно оккупированного Крыма. И среди поправок в Конституцию Российской Федерации идет речь о том, что они делают вот вообще неконституционными любые переговоры дипломатов, там, политиков о передаче земель. Ну и тут, конечно же, тема касается временно оккупированного Крыма. Вот если они это делают неконституционным, если они свое законодательство ставят в приоритет над международным, какие остаются механизмы давления на Россию? Ну, не зважайте на такі слова, як референдум. Или это вообще на нас никак не влияет? Тому що, ви знаєте, немає сенсу говорити про будь-які демократичні механізми в Росії, де немає демократії. Вони можуть завтра оголосити ще один референдум, ще раз переписати Конституцію. Демократії в Російській Федерації просто немає. Тому немає значення, що вони там роблять. Мають значення ті заходи, які будуть ефективними тиску на Росію. І я вже про це наголошував, що таких заходів може бути лише 3. Це санкційна політика, це зміцнення української армії, друге. І третє, треба, не зараз, але поступово говорити про членство України в НАТО. Тому що ті країни, які є членами НАТО, вони не мають проблем кордонів з Російською Федерацією. Оце ті 3 напрямки, які мають виконані бути українською владою. На жаль, поки що з боку української влади ми цього не бачимо, нинішньої влади, але все одно це та стратегія, яка має бути на порядку денному. Ми постійно про це повинні говорити, навіть якщо ті політики, які готові реалізувати ці 3 напрямки, вони зараз є в опозиції. Але іншого нічого придумати не можна. Я не думаю, що зараз є перспективний шлях іти на перемовини і на поступки Росії, тому що Росія ні на чому не зупиниться. От є, до речі, серед українських політиків навіть такі, які вважають, якщо вже Крим пішов, то хай він пішов, а з Донбасом ми побудуємо стіну, і на цьому все закінчиться, і буде мир. Так от я хочу наголосити, що миру і після цього не буде. Тому що якщо Україна піде на такі поступки, то Росія піде далі. Росія взагалі йде туди, де немає спротиву. Як тільки спротив починається, Росія зупиняється. Тому я просто переконаний, що зараз треба показувати твердість своїх позицій, потрібно посилювати співпрацю з міжнародними партнерами, і тоді у нас з'явиться шанс, що звільнення Криму відбудеться раніше, ніж ми собі думаємо. Дякую. Сергій Таран, політичний експерт, був з нами на прямому зв'язку. Дуже дякую вам. Ну, а з нами сейчас на прямой связи Александр Салантай, эксперт по политике. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Вот какую новость я хочу с вами обсудить. В Верховной Раде Украины разрабатывают законопроект о непризнании оккупации, предусматривающий уголовную ответственность для людей, которые поддерживают оккупацию Крыма. Об этом заявила в эфире программы «Свобода слова» Савика Шустера нардеп от фракции «Слуга народа» и глава украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько. Давайте ее послушаем.
Хочу сказати про ініціативу, яку я зараз в парламенті розробляю. Це закон про невизнання окупації. Ми маємо яку ситуацію? Дуже часто російські наративи розколюють наше суспільство. Ми маємо п'яту колонну, багато хто їде в Москву, підтримує публічну окупацію Криму. Мені здається, в Україні має бути кримінальна відповідальність для таких публічних осіб, які знаходяться, до речі, навіть в нашому парламенті. Александр, ну вот что думаете по поводу такой инициативы, как сложится судьба этого законопроекта? Очень позитивно впечатлен тем, что представитель, который работает на международном уровне, который понимает, какие последствия того, что в Украине не урегулирован этот вопрос, в том числе на уровне криминального законодательства, пробует урегулировать этот вопрос внутри, чтобы усилить нашу позицию вовне, вот, а заодно и решить вопрос информационного пространства. Мне кажется, очень хорошая инициатива, и очень приятно, что этим занимаются представители пропредседательского большинства, потому что это дает какие-то надежды, что, возможно, этот законопроект будет поддержан, потому что если бы этим занимались оппозиционные коллеги, я уверен, что они ее тоже поддерживают с других разных фракций. Но была бы проблема того, что воспринималась бы это как инициатива оппозиции. А вот именно то, что это от представителя власти, это дает шансы и какую-то надежду, что хотя бы один из тысяч аспектов возвращения Крыма, это, конечно, не может быть способом возвращения, но один из тысяч нужных шагов, хотя бы один шаг будет сделан. Но я почему спросила про судьбу этого законопроекта, потому что пройдет ли действительно этот законопроект Комитет по свободе слова, не скажут ли, что это давление на плюрализм? Конечно, что могут сказать, и я думаю, что представители тех многих сил, которые не хотят такого хорошего пути Украины, такого целенаправленного, они поднимут разные вопросы, свободы слова, там вопросы поднимут, связанные с оппозиционной деятельностью, другими мнениями и так далее. Но обращу ваше внимание на то, что есть идеологемы, которые государство берет в основу. Такие вещи идеологические, они существуют в каждом государстве, даже в нашем, начиная с первых дней независимости Украины, есть криминальная ответственность за распространение, например, фашистских, нацистских идей. То есть вот если люди имеют идеологию, может быть такое, что среди наших знакомых есть люди, которые верят, что фашизм, нацизм, что это правильно. Конечно, есть такие люди. И расизм там какой-то там, белое какое-то там или что-то такое, есть же такие люди, есть. Но одно дело иметь такое мнение и держать его при себе, совсем другое дело это мнение распространять. То же самое у нас была история с декоммунизацией. Как мы помним, первые 30 лет независимости, 25 лет независимости нашей страны можно было свободно говорить коммунистические идеи, отрицать преступления коммунистов, которые были осуществлены против крымских татар, против украинцев, против вообще человечества, против человека, и так далее. Но в конце концов государство урегулировало, что коммунизм это такое же было преступление, что коммунистическая деятельность это было огромными преступлениями против народов и против людей. То есть и мы это приняли как законодательство. Я считаю, что это абсолютно нормально, что у каждого государства есть какие-то идеологемы, за которые государство встает и которые стают основой государственности. Предположим, что этот законопроект в той или иной форме зарегистрирован в Верховной Раде Украины. Как будут распределяться голоса? Наберет ли он 226 голосов? Я думаю, что если представителя президентского большинства Зеленского поддержит сам Зеленский, то 226 голосов дадут минимум, например, «Слуга народа» совокупно, Европейская солидарность, часть депутатов Батьківщини, часть мажоритарников, часть «За майбутнего», часть «Довіры». Так что я думаю, что даже 300 голосов наберет такой законопроект, если Зеленский скажет «добро». Дуже дякуємо вам. Спасибо большое. Олександр Солонтай, експерт з політики, був з нами на прямому зв'язку. Ну а с нами сейчас на прямой связи Илья Куста, эксперт Украинского института будущего. Витаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот какую новость мы хотим с вами сегодня обсудить. Комитет по вооруженным силам Палаты представителей Соединенных Штатов Америки в проекте выделения средств на военный бюджет страны в 2021 году предлагает направить $3,8 миллиарда на сдерживание России в Европе. В разделе «Россия и Европа» сказано о необходимости дополнительно выделить $3,789 миллиардов на поддержку усилий Европейского Союза по сдерживанию действий России.
Россия. Речь, кроме прочего, о развитии подводного флота, систем спутниковой связи, стратегической подготовки средств для переброски военнослужащих морским транспортом. Ну и недавно, вы знаете, Соединенные Штаты Америки перебросили из Германии своих солдат в Польшу. Вот и появляется вот такая новость. Это почти 4 миллиарда долларов. Огромные деньги, да? Речь идет о какой-то подготовке, как вы думаете? Нет, с моей точки зрения, тут ничего сенсационно нового нету. Они каждый оборонный бюджет, под каждый оборонный бюджет закладываются миллиарды долларов, именно миллиарды под сдерживание геополитических противников Штатов, ну или тех стран, которые таковыми признаны в соответствии с доктриной по национальной безопасности. Ну, в основном, там много документов, но это основополагающий. И Россия там признана геополитическим противником США, стратегическая цель которых — это сдерживание амбиций Российской Федерации в Центрально-Восточной Европе, а в более широком смысле в регионе Евразии. Поэтому, в принципе, выделение этих денег — это последовательное продолжение политики, причем двухпартийной, по сдерживанию России, которая считается в Штатах на сегодняшний день врагом. Да. Ну вот я почему спрашиваю, потому что вот многие украинские военные эксперты, политики после вот этого интервью Владимира Путина, помните, где он размышлял на тему Советского Союза, стали говорить о том, что такие страны, как Беларусь, Казахстан, Узбекистан и страны Балтии могут оказаться в ближайшее время под угрозой. А вы как считаете? Ну, смотря под угрозой чего? Оккупации. Наступление. Нет, оккупации я не вижу в этом ни смысла, ни какого-либо стратегического интереса или ценности оккупировать целое Возрождение Советского государство. Союза. То есть тут, с моей точки зрения, эти страны, Беларусь, Казахстан, они просто входят в ближайшую периферию России. Соответственно, для Российской Федерации одной из главных целей является удержать над ними контроль. Речь не идет о долгосрочной оккупации. Потому что это дорого, это неэффективно, и это в основном заканчивается всегда плохо. Зачем прибегать к такого рода радикальным действиям, если можно ограничиться гибридным воздействием на то или иное государство, что Россия и успешно делает многие десятилетия. В целом это особенность современных войн, то есть вам не нужно оккупировать страну, достаточно иметь, например, лояльные элиты, которые вы там можете либо вы их там установили в результате силовой смены власти, например, либо они там пришли к власти через выборы, либо вы там их вырастили, например, там как в случае со многими постсоветскими республиками, где многие представители старой элиты, это же люди, которые учились в Москве, там были там из советского прошлого, с тех времен. Поэтому я думаю, что здесь речь идет не так о прямых военных угрозах, которые, конечно, никто не исключает, как больше о том, что для России, и это правда, для России главная цель — это удержать контроль над своей периферией, потому что без своей периферии России не будет. И следующая тема, которую хочу успеть с вами обсудить. Представители американской разведки пришли к выводу, что российское подразделение военной разведки тайно предлагало вознаграждение связанным с Талибаном боевикам за убийство коалиционных сил в Афганистане, в том числе за нанесение ударов по американским войскам. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. Давайте послушаем цитату. Кілька місяців тому Сполучені Штати дійшли висновку, що російський підрозділ, який був пов'язаний із замахами на вбивство та іншими таємними операціями в Європі, спрямованими на дестабілізацію Заходу або помсту перебіжчикам, таємно пропонував винагороду за успішні атаки в минулому році. Дані про причетність Росії до вбивства американських військових були в тому числі отримані з допитів афганських бойовиків і злочинців, які, як вважають, отримали певні суми винагород. 20 американців загинули в боях в Афганістані в 2019 році, але не ясно, за які вбивства виплачувались гроші.
Ну вот пресс-секретарь Белого дома Келли Макинани в субботу заявила, что ни президент Дональд Трамп, ни вице-президент Майк Пенс не были проинформированы о предполагаемой российской охоте за головами. То есть они не опровергают эту информацию, они всего лишь говорят о том, что не были проинформированы. Говорит ли это о том, что вот информация, которая подает The New York Times, подлинная? Нет, смотрите, было там еще одно заявление от Белого дома, где они конкретно опровергли эту информацию. Ну, не в том смысле, что они сказали, это все фейк. Они просто сказали, что у нас никаких подтверждений нет, никаких данных о том, которые бы свидетельствовали, что эта информация правдива, ни у кого нет. Причем заявления были как от Белого дома, так и от Пентагона. Ну, я не могу ничего утверждать, потому что это тот случай, когда журналисты что-то сказали, ссылаясь на неназванные анонимные источники. Никто это не подтверждает, некоторые сомневаются в этом, ну и, в общем-то, на этом это все, чем нам приходится довольствоваться. Mm-hmm. То есть, ну, мне кажется, я с моей личной точки зрения, то есть, зная ситуацию по Афганистану, я в это слабо верю, потому что я не понимаю, ну, скажем так, если бы были такие доказательства, а New York Times ссылаются в основном на свои источники в правительстве, то я тогда не понимаю, почему их не опубликовать. Тем более, что Соединенные Штаты раньше, в прошлом году, уже обвиняли Россию в сотрудничестве с Талибаном. Россию и Иран. Там был такой нарратив, и они его активно развивали, и, в принципе, я тут не вижу. То есть, если бы речь шла о том, что там, например, США по какой-то причине не хотят злить Россию или там их подставлять, потому что они сотрудничают по Афганистану, это один вопрос. Но, насколько я знаю, этого не происходит. Соответственно, первый вопрос, который возникает, почему бы, зачем отнекиваться? Ну и помните, Поэтому американцы же сами пытались как-то договориться с Талибаном и приглашали их в Соединенные Штаты, но потом что-то у них сорвалось. Они договорились с ними, они с ними ждали. Это мирный договор был заключен, и он типа действует до сих пор, хотя там на местах с ним проблемы. Они заключили мирное соглашение с Талибаном, и в Москву талибы ездили. Ну, вообще с ними многие там в последнее время договаривались. Но мне кажется, это с этим не связано. Здесь просто какая-то... Ну, опять же, конечно, важно знать, что за источники у издания New York Times, но я пока я не могу сказать, что это вот какая-то правдивая информация. Ну вот смотрите, появляется вот эта информация от New York Times, и за несколько недель до этой информации появляется доклад республиканцев Палаты представителей Конгресса США о том, что нужно вводить санкции против России, Ирана и Китая за спонсирование терроризма. Это совпадение? Я не думаю, что это совпадение. Здесь это вот к тому, к чему я шел. Вот я подводил к тому, что мне кажется, что эта публикация является частью некой кампании по усилению санкций против России. То есть есть часть истеблишмента, которые продолжают, которые являются антироссийски настроенными, в плане они хотят усиления санкций, а не сохранения статус-кво. Я думаю, что они используют афганскую тему для того, чтобы... тут две цели. Первая — это усилить давление на Россию, потому что они так считают. Тут они действуют по той же логике, как, например, антииранские ястребы в республиканской партии. Тут то же самое. И вторая цель — это, мне кажется, немножко дискредитировать мирный процесс, который администрация Трампа запустила в Афганистане. Мол, смотрите, там ничего не работало ни в прошлом году, ни в этом году. И вообще вот эти все мирные соглашения — это все странно, потому что, смотрите, талибы сотрудничали с россиянами, и так далее. То есть я думаю, что здесь идет еще такая цель выстроить нарратив, что, смотрите, в Афганистане у нас все плохо, и мы вообще много чего проморгали. Спасибо вам большое. Ілля Куса, експерт Українського інституту майбутнього, був з нами на прямому зв'язку. Дякую вам. Ну а эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман». А далее Прайм Муждабаев. Не пропустите. Коршкенч.